Biz ferma deyince aklımıza gelir inekler, atlar, hem keçilerle koyunlar. Ama biz bunları Tveropontivka köyünden yerede fermanın kahramanları yeşekler. Burada 1-2 yılın içinde bir yeşekten 9 yeşadan ziyadelendi bu ferma. Fermanın kurucusu Alyona Shevchenkangası 19 yıl geri geldi bu köye de çekitti kendi işini bir yeşekten. Onu ona bağışladılar. Söyleyip hani vermesin onu lokmaya ama ilerletsin bu işi ileri doğru. Сейчас у нас есть организационный момент, когда, чтобы они все были чем-то заняты. Так. Так, и там они все будут дружно что-то кушать и нам не мешать. О, все, тут они сейчас поделятся. Каждый будет кушать в своей кучке. На, иди сюда. Нет, я абсолютно городской человек. Поехала я из города Кишинева 19 лет назад по семейным обстоятельствам, как говорится, женщина идет за мужчиной. И так я оказалась в Буджакском краю. Сама я с севера Молдовы, осликов у нас там никогда не было. Я всю жизнь считала, что ослики это где-то в Средней Азии, в сказке про Хаджуна Сайдина. А тут, оказывается, я поехала в Камрад, и мое первое впечатление, значит, дедушка на ослике и на бедарочке такой с двумя маленькими колесиками. У меня сначала было впечатление, что это снимается какое-то кино средневеков, потом я смотрю, думаю, камер нету, значит, это не кино, это люди тут так живут. То есть был этап, когда почти в каждом дворе был ослик. Ну, знаете, состарились люди, как бы, и ослики ушли вместе со своими хозяевами. Так, о, это идет муля. Муля, мамина, муля. О, ты любопытная моя. Идем, идем со мной. Идем, идем, драгоценная моя. Идем, 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 идем. Иди сюда, моя хорошая. Иди сюда, иди. Вон тут кушать дают. Иди. Cesüler Alyona Shevchenko tutma yeşekleri değil zor. Hem zor hazırlama hem alaf onlara. Çünkü o söyler gider bütün köyde kimde ne var alma başka işler ya da ot bir de biçme o biçer de getirir. В Буджакской степи самая большая проблема это корма. То есть можно держать очень много животных, но все упирается в заготовку кормов. Если засушливая весна, то корма мы начинаем с Кантемирского района, там у них пруд, там оно дешево, а так мы целый май месяц у нас сенокос. Я за лето набиваю себе такие мозоли на ладошки, что когда я иногда приезжаю к своим друзьям в Кишинев, они говорят, а что ты там делаешь? Я говорю, сено, сено, вилы, грабли. И целую зиму они кушают сено. Кушают сено и ячмень. Если получается, покупаю кукурузу. Если нет, то ячмень они любят. Вот, они его кушают с удовольствием. Здесь вот к вам приближается это Ксения. Я их называю, я стараюсь их назвать либо по День Святого, когда он родился, либо по месяцу. Вот у меня в сентябре месяце родилось двое. Он, получается, Семен и Ксения. То есть они все любопытные, они всех любят. Они всех очень любят, им нравится, чтобы их трогали, чтобы их гладили. Вообще, честно сказать, ослик очень любопытное животное. Это все надо понюхать, все надо потрогать, везде надо побывать, везде надо поприсутствовать. То есть вот, единственное, что, вот, как говорится, вот сам осел не воняет. Вот все говорят, что ослик воняет. Ничего подобного. Ослик сам по себе не пахнет, его можно гладить. Единственное, что он очень пыльный. Вот они, чтобы их мухи не кусали, они качаются в пыли целый день. И поэтому стараемся, вот как, если погладить, то его по голове гладить, там она не такая пыльная. А так тело, вот оно, знаете, хоп, вот это все. Они специально забивают шерсть пылью, чтобы их не кусали комары и мухи. Осел вообще спит стоя. И вообще и лошади спят стоя, и ослы спят стоя. Но иногда они ложатся. Мне всегда было интересно, почему осел ложится. Оказывается, он ложится, чтобы его за живот не кусали мухи и комары. То есть вот он лег, значит, он защищает свой живот от мух и комаров. Вот. И вот мы так будем стоять и ждать. Burada eşekleri doyurmak ayrı bir meraklı iş. Onların sevdiklerini fermanın sahibisi pek iyi bilir. Eşekler de insanı görünce hemen yanına gelirler. Sanki bana da biraz ver der gibi. Ama onların yemeği sadece tatlı değil. Faydalı hem balanslı lazım olsun. Çünkü hayvanların sağlığı hem iyi büyümesi doğru beslemekten başlar.
Они любят яблоки, груши, кабачки, тыкву, ветки любые. Самое интересное, они не просто съедают листья, они съедают все вместе с ветками. То есть им нужно что-то грызть. Поэтому вот я еще хотела показать, вот мне вот эту ослицу мне подарили. И вот я хочу показать, вот эти, ее когда-то запрягали, вот у нее остались вот эти белые следы, это от седла. То есть когда-то она запряженная была, сейчас она у меня здесь, как я говорю, у меня здесь ослиный рай. Мы кушаем, спим, никуда не возим, никого физическим трудом не занимаемся, поэтому они у меня все очень, очень добрые. То есть добрые, хорошие, покладистые, абсолютно неприхотливые. Да. Катя. Так, на. Так, кто будет кушать яблоко? Катя, на, держи яблоко. На, Катя. Стоять. На, оп. На. Так, Муля. Ну, молодежь к яблокам холодно равнодушна. На. Вот сейчас вот. Да, не бойтесь, она сейчас. О, тут у нас яблоки мы любим. Яблоки. У нас есть шелковица. Они трутся об нее и ждут, когда упадет. О, все едят. Так, на. На. Ну, упала. Упала, лови. Кто первый? Вот, допустим, корове яблоко опасно давать, потому что она может его проглотить. А ослик его будет грызть. И съест ровно столько, сколько ему надо. Они его кусают. Так, на, держи. На. Потому что молодежь, вот те, которые помоложе, они что-то к яблокам они как-то холодно равнодушны, а те, что постарше, так интересно, понесла шкурки от дыни. И пока они были свежие, они их кушать не захотели. А когда они подвялились, они их взяли и съели. Так что вот у нас есть под яблоней нету ни одного яблока, они ждут, когда оно упадет, они приходят его съесть. Мамины хорошие. Да, Мулик, держи, козлюлик. Сколько в день они съедают? Один тюк. Много они не едят. Если давать зерно, то они один тюк. Если не давать зерна, то надо 2 тюка. То есть они съедают 1 тюк. Вот я им здесь оставляю. То самое, как говорится, раскидываю. Они там траву едят, деревья грызут. И вот я им оставляю здесь сено. Им нужно что-то грызть. Поэтому вместе с травой им все равно нужны какие-то грубые корма для того, чтобы они могли что-то тут кушать. Ну, естественно, что все, что можно сгрызть, мы сгрызли. Söyledi Alyona Shevchenko, eşekler korkunçlu hayvanlar, ona lazım iyi mikuna yaklaşmak ki korkmasın. С точки зрения техники безопасности, вот к ослу нельзя подходить сзади. Осел очень пугливое животное. То есть он может быть к вам миролюбиво настроен, но если его что-то испугало, он сразу, так скажем, может стукнуть копытом. Ну, конечно, не сильно, ну, как бы. Иногда мне тоже прилетало, когда я вот иду, вот один раз шла, ведро звякнуло. И вот оно как испугалось этого ведра. Так, не трогай меня, мне больше ничего не дают. Так, идемте, я вам покажу, что вот у нас последствия кипучей деятельности наших осликов. Утром все стоят и ждут меня возле этой двери. Когда же откроется волшебная дверь, и оттуда что-то вкусненькое нападает. Да? Нам что-то вкусненького надо. Нам надо что-то вкусненькое. Поэтому это заветная дверь, особенно Катя. Она даже умеет носом дверь открывать. Hayvanlar аңгылары беймерлі içmeye çok sığınıcı söyler. Ferman sabikası sabahleyin yemavşamüstü savaşır sıcak havalarda. Koyma onlara 60 литров su. Летом самое главное давать воды. Вот пьют очень много. Вот жажда, они очень много пьют. В принципе, если, как говорится, он может и не пить. Он может, как говорится, он достаточно терпеливый. Если нет воды, он будет терпеть. Но я, конечно, не довожу до точки кипения, поэтому воду я всегда наливаю. Вот их здесь 6. Они с утра выпивают. Вот я утром наливаю 60 литров. И вечером я тоже 60 литров наливаю. То есть они это все за день выпивают. Вот. Зимой они меньше пьют.
но зимой они больше едят. То есть вот чем холоднее, тем больше ему нужно энергии, чтобы согреть себя. И вот летом они меньше кушают, но зимой, как говорится, они кушают. Ну, я не ограничиваю их в еде, они кушают, как говорится, вдоволь, в волю. То есть сейчас вот по селу у всех яблоки падалишние. И вот меня приглашают пособирать яблоки возле дворов. Я вот собираю по 2 ведра яблок, и у них там праздник, они кушают яблочки, кабачки, тыкву. В принципе, они мне обгрызли здесь все деревья, какие только могли. Да, и я хочу сказать, что здесь, где они живут, это, собственно говоря, этот дом купили ослики. То есть я наторговала молока, и на эти деньги я купила им усадьбу. Здесь они живут в свободном, так скажем, непривязанном, они как в природе живут. Кстати, я могу сказать, что если говорить, что ареал обитания у них не очень. Я даже смотрела по следам, они в основном вокруг еды ходят. Они поели, поспали, поели. То есть у них такого, чтобы, допустим, хотеть куда-то там бежать мы никуда не хотим. Вы нас кормите, поите, мы будем кушать и спать. Cesüler Alyona Şevçenko yeşikler pek hastalanmırlar. Onlar bence sadece bir yerde tırmalansınlar ya da derisinde bir şey olsun. Onları kolay tutma, söyler Alyona. А бывает, что они болеют. Болеют в основном это дерматологическое. То есть если его кто-то укусил, или вот именно болезни, которые сопровождаются с наличием каких-то паразитов. То есть на них, это все лечится очень, как говорится, медикаментозно, уколом. Так сказать, что они там чем-то глобально болеют, я бы не сказала. Могут поцарапаться. Но поддаются очень лечению, то есть они, если ему больно, и ты его лечишь, он, в принципе, сильно не сопротивляется, этот ослик. Он любит всех, что он вообще молодец. Alyona Yemilyanovna yeşikler bilmirler çok kilometre gezme. Onlar mahsus gezerler o yerden nerede bulunur onların suyu, hem imisi. Нет, территория не очень большая. Здесь 1 гектар. То есть я могу сказать, что они этот гектар не осваивают. То есть вот я смотрю по следам, в принципе, они крутятся вокруг места, где есть еда. То есть они, если им жарко, они зашли в тень, но в основном они все лежат на солнце. Они там выбивают себе копытами прямо землю в одном месте в пыль. И так интересно, вот и здесь их много, так смотришь, там 4 штуки все лежат рядышком на солнце. Ну, конечно, заставить их сейчас лечь, конечно, проблематично, они могут не захотеть. Вот. А так я иногда подлавливаю момент, что они там все дружно лежат на солнышке. Копыта сами обламываются у них. То есть, понимаете, вот я сама с севера Молдовы, там все лошади подкованные. Потому что там щебенка, там много камней. Здесь и лошади, и они не подкованы, ослики тем более не подкованные. Хотя, если заниматься раскопками, то можно найти, что когда-то ословы подковывали. То есть у меня есть, как говорится, в музее подковы именно на ослика. Значит, у них копыта сами обламываются. То есть вот форма копыта, она, в принципе, природа сама регулирует его. Природа сама так устроена, что у них лишнее, оно само обламывается, и копыта приобретает вот ту форму, которая, как говорится, ему положена от природы. Бывают случаи, то есть если осел не ходит, как бы он ведет достаточно стойловый образ жизни, то это копыто не обламывается. А если осел ходит, то как бы оно постепенно само обламывается, и они все обретают форму. Вот если держать ослика, допустим, в сарайчике, привязанного, то есть чтобы он нигде не ходил, то копыта надо стричь. А так, в принципе, они обламываются. Там природа позаботилась об осликах, чтобы, так скажем, копыта не приходилось как-то стричь и делать им там больно. Честно сказать, я все мечтаю поехать. Есть клуб «Спарта» под Кишиневым. У них есть мастер-класс именно по копытам. Я все никак не могу попасть, что там я постоянно занята. Но они раз в год объявляют мастер-класс и показывают, как правильно формировать копыта лошадей. Ну, в принципе, принцип тот же самый. То есть это копыта такое же, только чуть-чуть меньше. Buraya gelen insanları yeşikler de pek meraklanarak karşılarlar. Onlar insan sesine reaksiya verirler, onların yanına gelirler.
Они общаются только если я здесь. И я говорю, вы поедете? Он говорит, такой добрый, Василий, он такой добрый, он такой покладистый, он вообще мальчик. И говорит, они пришли и захотели, я говорю, ну если что, зайдете, посмотрите. Этот Василий убежал, там копытом кидал, там что-то фыркал. Он говорит, да он дикий. А я говорю, ну он добрый со мной, то есть я должна его вам передать под уздечку, и говорю, и тогда он будет, так скажем, добрым. Вот они такие, вот если, допустим, меня нету, они такую доброжелательность, конечно, не проявляют. Они знают, что я пришла с добрыми намерениями, они знают, что все, кто со мной приходят, все их любят, что все их гладят, все их чем-то вкусненьким кормят, поэтому... еще вот интересная особенность, вот как понять, что ослик толстый. Вот здесь вот на шее у него такая вот загривок такой, вот здесь они такие толстые-толстые, это вот признак того, что животное холеное, кормленное, то есть если загривок худой, значит осел худой, то есть он не доедает, а вот они вот смотрите, какие толстенькие у меня, вот это признак того, это вот здесь у них нарастает. Это они чешутся, это они вот когда хотят пройти, то есть им нравится, где-то если не чешут, то, по крайней мере, мы пойдем, прижмемся вдоль вас, чтобы, как говорится, вы меня всю погладили, не только голову, а прям всю, да? Bu fermaya gelirler insanlar çöyü devletlerden, Moldova'dan da bütün ailelerle Alyona Şevçenko söyler, annecikler beğenirler, açan onları severler, onlar yaklaşırlar insana. Uşaklar da pek beğenirler, onlarla geçirmeye vakıdı. Kimer kereç hiç istemirler buradan çıkma. Туристы, очень много туристов приезжают, в основном приезжают из Кишинева. Бывают местные. У меня был такой прецедент, когда мне позвонили, говорят, можно мы поедем к вам с детьми? И этот ребенок влюбился в одну ослицу. Она была мне такая своенравная, она какая-то не компанейская, будем так говорить. И он говорит, папа, мама, я эту хочу. Они уехали обратно сами с Новых Анен. Уехали обратно, через 2 недели звонят. Я говорю, да она такая своенравная. Я говорю, знаете, она как-то достаточно... Он говорит, ну вы видели, как ребенок с ней дружил. И что вы думаете, я подумала, что раз они так хотят именно эту ослицу, не забрали, не сказали, что это лучший друг. Они мне потом звонили, говорят, вы себе не представляете, говорит, ребенок и осел очень сильно подружились. Значит, приезжает иностранец, очень интересно, когда иностранец не может, как объяснить иностранцу, что такое осел. Как он говорит, это маленькая лошадка с большими ушами. Вот. Когда он говорит, а мы таких не видели. Я говорю, ну, в принципе, для городского человека, особенно если он даже имеет родственников в селе, но он не с юга Молдовы, то для них, так скажем, осел является достаточно экзотическим животным. Дети, конечно, в восторге. У меня есть договор с туристическими агентствами Кишинева, они ко мне приезжают, и они мне всегда говорят, мы к вам приезжаем последними, потому что, говорит, от вас практически невозможно уехать, говорит, потому что мы хотим, говорит, там, особенно дети, взрослые, иногда бывают взрослые, когда они так, знаете, так настороженно, а потом, когда уже входят в контакт с животными, тут уже водитель уже говорит, уезжаем уже время, мы не доедем до Кишинева, подождите, мы еще чуть-чуть погладим. То есть они достаточно социабельные животные. Вы знаете, у нас дома есть лошадь, настоящая, от Келиша, Константина Келиша, с Орловска. Но она очень большая, и она, так скажем, достаточно настороженно относится ко всем. То есть там, чтобы с ней, чужому человеку договориться, она там, если он ей не понравился, она там и копытом может стукнуть. А ослик, он как-то очень быстро идет на контакт, очень легко, потому что вот... к лошади как-то, она, во-первых, очень большая, это во-первых. Во-вторых, как-то характер, она более чувствительна к людям, то есть она более избирательна, так скажем. А ослик, он достаточно социабельный, он любит всех. Вот кто пришел, мы всех любим, да, Катя? Alyona Şevçenko söyler, hani tutma, hem bakma, beygiri çok ayrılır yaşam beslemesinden. Во-первых, лошадь вы вот так в свободном плавании держать не будете, в свободном, так скажем, выгуле держать достаточно проблематично. А осел, он более, как сказать, он более дисциплинированный, будем так говорить. Он как-то более, вот видите, как вот они приходят, их гладить можно. Он сам заходит, у них там сарай есть, они там сами в сарай зашли, сами с сарая вышли. Они достаточно самостоятельные. То есть у лошади
лошадь более специфическая. Ей нужно больше тепла. Вот зимой она должна быть в более теплом помещении. Ну, лошадь, как говорится, это вообще радикально и по характеру, и по содержанию другое животное. Эти более самостоятельные. Ну, как бы, честно сказать, вот я всегда мечтала иметь лошадь. Я в детстве занималась конным спортом. Я всегда сказала, все, у меня... Когда у меня сейчас есть лошадь, я понимаю, что с лошадью как-то... Она тоже классная. И верхом езжу. Но как бы она менее социабельна, чем осел. Осел, он более покладистый. Вот он будет стоять, чтобы лошадь вот так вот долго гладить. То есть как бы там надо не то, что с ней договориться, она должна быть в хорошем настроении. Раз. Она должна быть, хотеть, чтобы ее гладили. А тут мы всегда хотим, чтобы нас гладили. Что бы мы ни делали, мы всегда хотим, чтобы нас гладили, да? Мулик. Вот видите, вот оно будет стоять, она будет... Вот если так стоять и гладить, она будет целый день стоять и ждать, сколько вы ее будете gladить. Eşeklerin sütü pek faydalı insanın sağlığına. Ona süt için gelirler. Moldova'nın her bir tarafından kimin uşağı hastalanmış ya da kim kendisi hasta gelir alma sütü. O sütler annesi ama işe dil pek zor. O kadar ki onu lazım bu iş için sınıştırma. Вы знаете, это вообще отдельный разговор, потому что и всегда есть люди, которые говорят, я тоже заведу ослика, я пойду доить, ну там в соседних сел, говорит, а что, говорит, я пошел, говорит, а она мне дала копытом, она не начала кусаться, она говорит, меня вообще не пускает, то есть это тоже надо учить. То есть вот приучить ослика, что его можно доить, это тоже, так скажем, труд. То они не сразу как бы соглашаются, но потом, так скажем, методом дрессировки, методом того, что надо что-то вкусненькое дать, ослик должен понять, что это не больно, что ему плохого не сделают, и они поддаются. То есть после, так скажем, после договоров с осликом, то есть они потом свободно доятся. В принципе, с дойкой особых проблем нету. То есть, правда, после, так скажем, долгих уговоров. Но если уже один раз договорился, то ты договорился навсегда. Вот как бы не то, что надо каждый день. Вот я говорю, у нас дома коровы есть, 4 штуки. Там вот с коровой надо каждый раз договариваться, чтобы она была в хорошем настроении. С осликом один раз договорился, один раз договорился, значит, он тебе поверил, он тебе, так скажем, будет всегда верен. Они достаточно злопамятные. То есть, если они помнят, что вы им сделали больно, то они будут это помнить очень долго. Как говорится, можно сказать, практически не забывают. Programın televizyon grupası bulundu Ferran Pontivka köyündə, nerede var bir unikal ferma.